Да, охотно разбирают сегодня снова, спустя 72 года после Победного мая. Георгиевские ленточки как самый узнаваемый символ победы и знак признательности тем, кто ради нее сражался. Это была давняя мечта надеть эту форму, побывать на этом параде, поучаствовать, принять какую-то роль в этом мероприятии. Вот мечта сбылась, мне нравится. Мы не имеем права забывать о подвигах наших предков. Мы должны помнить об этом и величать их имена все время. Потому что такие подвиги совершаются не каждый день, не каждый год, не каждое столетие. И мы не можем не праздновать. В Магасе георгиевские ленточки раздают в самом оживленном месте. К памятной акции, которую ингушские единороссы проводят совместно со столичным горсоветом, присоединились все желающие – школьники, студенты и представители общественных организаций. Это не только воспоминание о том, что мы все-таки победили в ужасной войне. Это также и праздник весны, праздник настроения хорошего и как-то сплочает граждан и молодежь, немножко приобщает к какой-то общественной жизни. Организаторы акции поясняют, такая лента не только символ воинской доблести, но и, пожалуй, самый верный способ сказать ветеранам простое спасибо. Та победа, которая была завоевана всеми гражданами Советского Союза, она как бы передается нам, подрастающему поколению и следующим поколениям. Мы должны передать эту победу и быть достойным наших отцов и дедов. Постепенно к акции присоединяется и мотоклуб «Эрзи». Надевать в канун 9 мая георгиевскую ленточку как знак уважения к фронтовикам, к их подвигу для них стала важной традицией. После раздачи стратегического запаса символичных лент мото- и автоколонны заполняют улицы Магаса атмосферой праздника. По пути несколько остановок. Первая точка – Магасовский лицей. Гостей встречают всей школой. Внимание детей притягивает мотоцикл «Днепр». Участнику войны, живому свидетелю, выпала честь пронести во главе колонны знамя победы. 1942 года выпуска, полностью отреставрированный. Это символический транспорт, который должен в такой день идти впереди колонны. На обычном мотоцикле, когда ездишь, и на нем в такой день, приуроченный ко Дню Победы, в общем, эмоции бывают совсем другие. Не только дети, наверное, и взрослые люди встречают так, с улыбками на лице, машут там. В общем, радость бывает на лицах в любом случае. Лицеисты также получают черно-оранжевые ленточки. Детям подробнее рассказывают о символе войны. Впрочем, о кровопролитных 40-х каждый из них знает из рассказов живых свидетелей войны. Они рассказывали мне о том, что это была страшная война. И эта война, в ней погибло очень много людей. Если бы за каждого погибшего была бы объявлена минута молчания, мир бы молчал 50 лет. Знамя Победы в этот день посетила и Центр культурного развития. Юные воспитанники встретили колонну патриотическими песнями. От Крымской Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие братья. Когда-нибудь мы успеем это. Маленькая Селима не просто исполняет военные строки, а пропускает их через сердце строгая выправка, патриотический дух и военный костюм. Девочка с гордостью рассказывает о своем легендарном прадедушке. Он разведчик, мой прадедушка Абдулла Цуроев. Словом, Магас уже погрузился в атмосферу победы. Свою георгиевскую ленту в рамках акции до 9 мая успеют получить